Ты меня Круг назвал? Да. Да. Так все как бы такого. Ну, смотри, настроение дня. Ну да. Это чуваш? Не знаю. КЗ. А что ты писал? Ты с таким настроением не приходи работать. Ты же творец. Ты должен творить. Фестиваль народного творчества «Национальное достояние Великой Сне» проводится ежегодно в Казанском федеральном университете на базе Института филологии и межкультурной коммуникации. Студенты вузов и СУЗов, школьники прославляют народное искусство в вокале, музыке, хореографии, декоративно-прикладном искусстве и возрождают древние ремесла в культурах многочисленных народов Поволжья – русской, татарской, башкирской, чувашской, марийской, удмуртской, мордовской и других. В этом году фестиваль проходит под эгидой Года национальных культур и традиций. Уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи, забота о сохранении и развитии языков, культуры, традиций – наше бесценное достояние. Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также продолжения культурного наследия народов России, объявляю 2023 год в Республике годом национальных культур и традиций. География участников фестиваля ежегодно расширяется. Народное творчество представляет коллективы и сольные исполнители учебных заведений Татарстана, Башкортостана, Мари-Эл, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Ульяновской области и Узбекистана. В 2023 году фестиваль «Национальное достояние Великой Сне» собрал более 250 студентов Поволжья и более 400 студентов СУЗов и школьников из разных регионов России. Национальное достояние Великой Сне – вместе мы едины.
что ж, добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте! Салам лиже, Шумбратада, Жишбуреш, Холматадас. салам! Вновь гостеприимная красавица Казань собирает своих друзей на праздники дружбы и добра, музыки и танца, на праздники единения всех народов России. Мы приветствуем участников церемонии награждения Приволжского молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние 2023». Ваши аплодисменты, друзья, давайте поаплодируем дружнее. Безсызными хәзинә бөтен Россия балалар һәм яшүсмерләр фестиваленең гала концертында күрүебезгә бик шат. Вот уже 13-й год подряд наш фестиваль собирает творческую молодежь Поволжья разных регионов России, а также зарубежья в стенах Казанского федерального университета. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья и возрождения древних ремесел. В этом году наш фестиваль собрал 700 участников из общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений. Конкурсанты показали свои таланты в музыкальных, хореографических, театральных, литературных, декоративно-прикладных, изобразительных номинациях и проявили интерес и любовь к самобытной и неповторимой культуре и традициям народам нашей многонациональной страны. И сегодня в нашем зале мы рады приветствовать участников и лауреатов фестивалей «Национальное достояние» имени Газинек. Также на наш гала-концерт приглашены победители 7-й Всероссийской научной конференции конкурса учащихся имени Льва Толстого, которая носит имя великого русского писателя, мыслителя, публициста, педагога, много сил отдавшего детям в школе и педагогике. И сегодня нам вдвойне радостно сообщить, что в нашем зале присутствует праправнук Льва Толстого Владимир Ильич. И сейчас на эту сцену мы бы хотели пригласить заслуженного работника культуры Российской Федерации, советника президента Российской Федерации, председателя Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президента Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Уважаемый Владимир Ильич, мы приглашаем вас к нам на сцену. Давайте громче встретим нашего почетного гостя. Владимир Ильич, вам слово. Добрый день, добрый вечер уже, наверное, дорогие друзья. Я очень рад быть вместе с вами здесь. Это настоящий праздник. Вы поделитесь тем, что любите, тем, что умеете делать. И это праздник действительно соединяющий, как Волга соединяет наши земли, так и вы объединяете своими культурами нашу большую страну. И мне, конечно, очень приятно, что отдельный конкурс носит имя Льва Николаевича Толстого, моего прапрадеда. И я горжусь, что могу вручить награды лучшим, кто проявил себя в этом конкурсе. Спасибо, что пригласили. Большое спасибо, Владимир Ильич, за такие теплые слова. Мы просим вас остаться на нашей сцене, чтобы наградить наших победителей. Итак, ну что ж, мы готовы. Дипломом первой степени в направлении русская литература награждается Гильманова Асель, лицей имени Лобачевского. Дипломом первой степени в направлении прикладная лингвистика награждается Ласка Авелина, гимназия номер 183. Мы просим наших победителей остаться на сцене для того, чтобы сделать в конце общую фотографию. Дипломом первой степени в направлении английский язык в современном мире награждается Хусаинова Малика, лицей имени Лобачевского. Дипломом первой степени в направлении английский язык в современном мире награждается Хуснуддинова Яна, школа номер 183. Дипломом первой степени в направлении зарубежная литература, литературное и художественное взаимодействие награждается Макарова Полина, гимназия номер 96. Дипломом первой степени в направлении немецкий язык в современном мире, традиции и инновации награждается Кашапова Дина, гимназия номер 13.
Дипломом первой степени в направлении татарский язык и научный мир награждается Тухватов Салтан, гимназия номер 175. Дипломом первой степени в направлении татарский язык и научный мир награждается Гелязиева Камила, школа номер 127. Дипломом первой степени в направлении татарский язык и научный мир награждается Хайрулин Карим, лицей-интернат номер 7. Дипломом первой степени в направлении татарская литература и журналистика награждается Вахин Султан, лицей номер 149. Также дипломом первой степени в направлении татарская литература и журналистика награждается Иванова Аделя, гимназия номер 17 имени Ибрагимова. Дипломом первой степени в направлении татарская литература и журналистика награждается Галиев Айнас, гимназия номер 20. Дипломом первой степени в направлении татарская литература и журналистика награждается Галиев Айнас. Давайте еще раз поаплодируем. Конечно же. Также дипломом первой степени в направлении татарская литература и журналистика награждается Мухиддинов Марсель, гимназия номер 175. Дипломом первой степени в направлении мировая художественная культура награждается Джумаева София, лицей номер 187. Дипломом первой степени в направлении мировая художественная культура награждается Лутфулин Амир, школа номер 85. Друзья, давайте вместе, дружнее поддержим наших победителей. Вот, отлично. Победителем в двух направлениях с двумя исследовательскими работами стала Ахмедзянова Эльза, гимназия номер 2 имени Марджани. Ну что же, я предлагаю сделать общую фотографию со всеми победителями и с вами, Владимир Ильич, конечно же. Друзья, давайте встанем чуточку хуже друг с другом. И сделаем общую фотографию. Ну а мы, дорогие друзья, поддержим их самыми-самыми гордыми овациями победителей и призеры. Большое спасибо вам, наши победители, вам, Владимир Ильич. Мы еще раз поздравляем всех наших победителей. Конечно, давайте поаплодируем еще громче. Спасибо большое, Владимир Ильич. А сейчас мы предлагаем окунуться в мир национального творчества. Встречайте выступление лауреатов фестиваля «Национальное достояние». Лёва, какие люди! Неужто от вчерашнего так и не отошел, а? Видимо, еще не привык. Вы знаете, господа, мне действительно еще в новинку так мало спать. Но я обязательно привыкну к этой взрослой жизни. Обязательно привыкнешь. Лёва, ты слышал, а сколько барышни познакомился? Ведь ты со своими барышнями, ну в конце-то концов. Слушай, да, случайно не шпак. Интересно, они боевые или сувенирные? Вот сейчас и проверим. Вот, положи их на место. Ну не мешай ты, а. Лёва, ну-ка. Господа, ну если они правда сувенирны, положите их на место. Острые шпаги-то. А вторую рука. Ну если вы подрёшь на народ, здесь Хороши, шпаги, хороши. Ну, дай. ну, Лакрон, ну ты-то чего? Прекрати, пожалуйста. Отстань ты.
какая интересная визитка. И материал дорогой, и почерк красивый. Господа, кажется, нас ждет что-то интересное. Мы идем на бал. До вечера. До вечера. До вечера. До вечера. До вечера. До вечера, господа. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствуем вас на вечере живых картин в пользу родионовских воспитанниц. Первыми на этой сцене выступают Николай Иванович Лобачевский и граф Лев Толстой с картиной «Предложение жениха». Аплодисменты! Николай Иванович, вот скажите, с высоты вашего опыта, как стать ближе, проникнуть глубже в искусство? Граф Лев Николаевич, за долгое время пребывания в университете вы впервые заинтересовались профессией? Да. Это замечательно. Благодарю. Единственное, что бы я вам посоветовал, это книги. Книги и знания – это путь ко всему. Ваш брат Николай Николаевич не даст соврать. Было бы очень жаль, если бы такой талант
Ваши самые громкие аплодисменты нашим всем выступившим участникам. Ну что ж, наша география проекта охватывает большие регионы Поволжья. Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия, Саратовская и Ульяновская области. В 2023 году конкурсантами стали не только учащиеся и студенты Поволжья. Впервые участниками фестиваля в этом году стали студенты из Бухарского государственного университета. И мы выражаем огромную благодарность всем участникам нашего большого проекта. Давайте поаплодируем всем. Выразим огромную благодарность. Итак, мы начинаем торжественную церемонию чествования лауреатов национального достояния. Дипломом 3-й степени в номинации «Театральное искусство» награждается творческая лаборатория «Про-театр», Казанский федеральный университет. Дипломом 3-й степени в номинации «Художественное слово» награждается Шигапова Алия, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Давайте договоримся встречать наших лауреатов бурными аплодисментами. Дипломом 3-й степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается трио «Дарман», Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Дипломом 3-й степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается Марданова Сырья, Казанский федеральный университет. Дипломом 3-й степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается Кузнецова Ева, Казанский государственный аграрный университет. Дипломом 3-й степени в номинации «Инструментальное исполнительство» награждается Зарипова Дина, Казанский федеральный университет. Дипломом 2-й степени в номинации «Театральное искусство» награждается творческий коллектив Джорджи Крю, Казанский государственный аграрный университет. Дипломом 2-й степени в номинации «Художественное слово» награждается Бекчуров Ильяс, Казанский государственный аграрный университет. Дипломом 2-й степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается Имамиева Гулина, Казанский федеральный университет. Дипломом 2-й степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается Буракина Полина, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Ваши аплодисменты лауреаты 3-й и 2-й степени фестиваля. Ну а для приветственного слова и награждения лауреатов 1-й степени фестиваля «Национальное достояние» на эту сцену мы приглашаем директора Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлию Владимировну Виноградову. Юлия Владимировна, вам слово. Добрый вечер, уважаемые участники, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я не первый год, не первый раз стою на этой сцене и очень рада приветствовать здесь. И еще больше рада тому, что именно в стенах Казанского федерального университета пересекаются дороги ежегодно представителей многих регионов, разных культур и традиций. Сейчас для нас с вами открыто большое количество дорог, есть большие возможности, но именно преодолеть и воспользоваться ими можно только тогда, когда есть фундамент. Фундамент, в котором лежат образование, культура и традиции. Каждый тот, кто принимает участие в фестивале, тот, кто появляется на этой сцене, он обладает такой уникальной и волшебной на самом деле миссией. Ведь вы несете и вы являетесь продолжателями тех традиций, тех культур, и вы несете и дальше. Благодаря вам продолжается ваша культура, ваша традиция, и здесь в рамках этого фестиваля вы представляете не только свою семью, не только самих себя, вы представляете свой коллектив, вы представляете свой регион, вы представляете целую большую культуру того народа, которую вы несете. И именно здесь мы видим порой только номер в виде 2 или 3 минут. Но какой труд стоит большого количества педагогов, ваших родителей, вас самих, всего того коллектива, который стоит и находится на этой сцене. Поэтому хотелось бы пожелать в первую очередь всем участникам это вдохновение. Вдохновение идти дальше, творить, созидать, нести все, что вы передаете от сердца всем тем, кто является зрителями этого прекрасного творчества. Вашим педагогам хотелось бы пожелать и вашим родителям сил, терпения и, конечно, тоже вдохновения творить новое. И передавать то, что есть внутри вас, заряжать вас. И чтобы то, что мы видели на сцене, оно было еще больше, более красивое, более интересное, более необычное. Ну и, конечно, поблагодарить всех организаторов, всех людей, которых мы иногда не видим на сцене, которые находятся за сценой, которые находятся вообще в этом здании, а порой не только в этом здании, те, которые внесли труд, которые созидали и делали для того, чтобы этот фестиваль состоялся. Поэтому хочется, чтобы этот фестиваль
жил еще много-много лет. Чтобы еще в каждых регионах были подобные фестивали, когда вы, те участники, которые были на одной сцене, пересекались и в других регионах, и на других сценах, и на других точках. Поэтому сегодня я желаю всем вообще самого приятного просмотра. Пусть то, что сегодня мы здесь увидим, это труд большого количества людей, он даст нам вдохновение идти вперед, творить и созидать. Ну и, конечно, хотелось бы сейчас наградить тех победителей, хотя я представляю, какой труд был жюри, как это было сложно сделать, но тех, кого решили объявить победителями этого фестиваля. Спасибо. Большое спасибо, Юлия Владимировна. Итак, лауреатом первой степени в номинации «Театральное искусство» становится Молодежный театр «Мизгель», Казанский федеральный университет. Лауреатом первой степени в номинации «Художественное слово» становится творческий коллектив «Эль-Люки», Казанский федеральный университет. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Художественное слово» награждается Шакирова Алиса, Казанский федеральный университет. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Вокально-инструментальное исполнительство» награждается фольклорный вокально-инструментальный ансамбль «Бейрам», Казанский федеральный университет. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается ансамбль народной песни «Зорница», Казанский федеральный университет. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается ансамбль народной песни «Смородина», Казанский федеральный университет. Ваши аплодисменты – это лауреаты первой степени. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается Мустафина Аделя, Казанский федеральный университет. Специальным дипломом за исполнительское мастерство награждается Якасова Азада, Елабужский колледж культуры. Юлия Владимировна, это еще не все победители. Специальным дипломом за исполнительское мастерство награждается Ефясова Азалия, Елабужский колледж культуры и искусств. Азалия, ваш диплом, конечно. Специальным дипломом за сохранение национальных традиций награждается Феофанова Амелия, детская школа искусств имени Сайдашева. Амелия, мы ждем тебя на сцене. Давайте, друзья, встретим бурными аплодисментами обладателей специальных дипломов. Ваши аплодисменты, лауреаты и победители фестиваля. И, конечно же, общая фотография. Давайте все вместе. Конечно же, чтобы было всем комфортно и удобно находиться на этой сцене. Чуточку уже, чтобы абсолютно все попали в кадр. Ну а мы, дорогие зрители, наградим наших победителей, лауреатов и призеров. Большое спасибо, Юлия Владимировна, большое спасибо вам, наши дорогие участники. Мы поздравляем победителей и продолжаем наслаждаться прекрасными выступлениями творческих студентов. Встречайте! Hayırlı kişisiniz. Sen gel kulübe gel.
заманда яшәгәнди бер хатын. Аның булган ди 3 кызы. Кызларының тамаклары тук, эсләре бөтен. Булсын дип бу хатын көне-төне эшләгән икән. Менә кызлар үсеп буйга җиткәннәр. Бер битләре ай, бер битләре кояш, буйсыннары карлыгачтай сылу ди. Бас әле мөгелсен идәннәре бөгелсен, басуында зур бәхетнең шаткылары күренсен. Менә кызлар бер-бер артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп барганнар. 1 ел үткән, 2 ел үткән, 3 ел үткән. Кинәт әниләренең хәлләре авырайган. Күрше урамда тиен дус яши икән. Тиен дусны дәшеп әйткән. Эй, тиен дус, бар сана, кызларыма дәшсәнә. Хәлемне белергә килсеннәр. Дигән хатын. Тиен бер дә уйлап тормыйча, туп-туры олы кыз янына чапкан. Олы кызның тәрәзәсен какканда, олы кыз җизләгәннәр чистарткан икән. Тиен дус, хәзер үк әнием янына барыр идем. Ләкин ләгәннәремне чистартып бетерәсем бар шул, дигән олы кыз. Тиен моңа бик ачуланган да әйткән. Алайса, син гомерең буе шушы ләгәннәреңне генә чистарт дигән. Һәм олы кыз шунда ук гомерле бакага әверелгән. Тиен бер дә уйлап тормыйча, туп-туры уртанчы кыз янына чапкан. Уртанчы кызның тәрәзәсен какканда, уртанчы кыз чигү чиккән икән. Тиен дус, хәзер үк әнием янына барыр идем. Ләкин чигүемне чигеп бетерәсем бар шул, дигән уртанчы кыз. Тиен моңарга да бик ачуланган да әйткән. Алайсак, син гомерең буе шушы чигүеңне генә чигеп утыр дигән. Һәм уртанчы кыз шунда күрмә күчкә әверелгән. Тиен бер дә уйлап тормыйча, туп-туры кеше кыз янына чапкан. Кеше кызның тәрәзәсен какканда, кеше кыз камыр баскан икән. Камырлы кулларын да юмыйча, туп-туры әнисе янына барып, әнисен кочып алган. Һәм шунда тиен аңа әйткән. Эй, сөекле балам, гомер буе игелек күр. Кешеләргә юаныш та, куаныш та бул. Кешеләр дә сине яратырлар, хөрмәт итәрләр дигән. Кеше кыз шуннан да бик матур гомер кичергән. Эй, дуслар! Әти-әниләребезнең кадерен белик.
С 3 по 22 ноября 2023 года состоялся заочный этап фестиваля «Национальное достояние», прием заявок и конкурсных работ. А с 22 по 30 ноября профессиональное и компетентное жюри фестиваля просмотрело и оценило более 120 творческих номеров и работ участников конкурса. В результате проведенной работы членами жюри были определены обладатели призовых мест в каждой из представленных номинаций. И сейчас на эту сцену мы приглашаем лауреатов фестиваля номинаций «Хореографическое искусство», «Театр моды», «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство». Дипломом третьей степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается ансамбль танца «Дуслат», Казанский государственный энергетический университет. Дипломом третьей степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается творческий коллектив Джорджи Крю, Казанский государственный аграрный университет. Дипломом третьей степени в номинации «Театр моды» награждается Чиняева Индира, Казанский федеральный университет. Дипломом третьей степени в номинации «Изобразительное искусство» награждается Тимофеева Инна, Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова. Дипломом второй степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается ансамбль народного танца «Яшлык», Уфимский университет науки и технологий. Дипломом второй степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается Кулкарина Нурзиля, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмолы. Дипломом второй степени в номинации «Театр моды» награждается Юлдашева Диана, Казанский федеральный университет. Дипломом второй степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» награждается Мамонова Анна, Мордовский государственный педагогический университет имени Евсевьева. Дипломом второй степени в номинации «Изобразительное искусство» награждается Волкова Ирина, Мордовский государственный педагогический университет имени Евсевьева. Дипломом второй степени в номинации «Изобразительное искусство» награждается Чиняева Индира, Казанский федеральный университет. С дипломом второй степени в номинации «Изобразительное искусство» награждается Галацкого Анна, Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова. А сейчас для приветственного слова и награждения лауреатов первой степени на сцену приглашается доктор педагогических наук, профессор Казанского федерального университета, член Российского общества преподавателей русского языка и литературы и Союза писателей Республики Татарстан Галимуллина Альфия Фуатовна. Давайте бурными аплодисментами встретим председателя, члена жюри. Добрый вечер. Я рада приветствовать вас в этом замечательном зале. Действительно, жюри фестиваля проделало очень большую работу, но мы не считали это за труд. Это не было таким тяжелым трудом, потому что каждый участник в каждой номинации, а их было очень много, проявил себя, проявил свою любовь к родной земле, к своей родине, от малой родины к большой родине нашей России, к своему языку. И мы еще поняли, что вы очень-очень любите свою культуру, свои традиции, наши духовные ценности. И отрадно было, что вы бережно к ним относитесь и сохраняете и приумножаете эти традиции, делаете их современными, несете в будущее, в современную нашу жизнь. И это тоже очень важно, потому что если вы не только бережно сохраняете традиции, но еще и используете, обращаетесь к ним в ежедневной своей жизни, это еще более ценно. И, как мы знаем, душа народа, каждого народа, она в песне.
и в танце, и в моде. И мы это сегодня тоже видим. Поздравляю всех, все мы победители. В добрый путь и ждем на следующий год и также в нашем Казанском университете на этом фестивале. Большое спасибо, Альфия Ахлатовна, за ваши теплые слова и просим вас наградить лауреатов первой степени. Лауреатами первой степени в номинации «Хореографическое искусство» стали ансамбль народного танца ЕТРУ, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Лауреатом первой степени в номинации «Хореографическое искусство» стал танцевальный коллектив «Ешлек», Казанский федеральный университет. Лауреатом первой степени в номинации «Хореографическое искусство» стал студия народного танца «Ромашка», Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени Короленко. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается студенческий ансамбль народного танца «Солика», Марийский государственный университет. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается Мустафина Регина, Марийский государственный университет. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Театр моды» награждается творческий коллектив «Театр моды Мирас», Казанский федеральный университет. Лауреатом первой степени в номинации «Изобразительное искусство» становится Туктамышева Назгуль, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Ну что ж, и по традиции давайте сделаем общую фотографию со всеми нашими победителями, призерами фестиваля «Национальное достояние». Под ваши аплодисменты, наши дорогие гости. Ну что ж, мы провожаем филфак, мы провожаем наших победителей и призеров к нам в зал наслаждаться нашим творчеством. Встречайте!
детско-юношеский фестиваль народного творчества «Милли Хазина» в этом году проходил с
1 ноября по 14 декабря. В нем приняли участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций разных регионов России. Основной задачей фестиваля является выявление молодых талантов, имеющих способности к литературному и художественному творчеству, переводческой деятельности, а также создание единого коммуникационного пространства для обмена опытом между ними, развития обучающихся интереса к родным языкам, литературе и культуре. В оргкомитет фестиваля поступило более 400 заявок от участников и творческих коллективов, школ из СУЗов Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Тывы, Удмуртии, Ульяновской области, Тюменской области, Нижегородской области, Кировской области, а также Саратовской области. И сейчас на эту сцену мы приглашаем призера фестиваля «Милли Хазине». Дипломом 3-й степени Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества «Милли Хазине» награждаются в номинации «Педагогическое эссе» Шарафиева Аделина, Высокогорская школа номер 4 имени Боруди. Дипломом 3-й степени в номинации «Театральное искусство» награждается творческий коллектив «Ильхам», школа номер 69. Дипломом 3-й степени в номинации «Медиатворчество» награждается Феткулова Аделя, Шахриданская школа номер 1. Дипломом 3-й степени в номинации «Переводческая деятельность» награждается Ибрагимова Аделя, школа номер 18. Дипломом 3-й степени в номинации «Художественное слово» награждается Бабаева Адель, гимназия имени Вахитова. Дипломом 3-й степени в номинации «Художественное слово» награждается Мустафина Инзиля, Альметьевский музыкальный колледж имени Яруллина. Дипломом 3-й степени в номинации «Дебют в литературном творчестве» награждается Безгодкин Александр, Азнакаевский политехнический техникум. Дипломом 3-й степени награждается Сибгатуллина Илья, Кировская средняя общеобразовательная школа. Дипломом 3-й степени в номинации «Дебют в литературном творчестве» награждается Виктина Сумая, Шамарданский лицей «Рост». Дипломом 3-й степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается хореографический коллектив «Осалташ», Сабинская детская школа искусств имени Хуснулы и Алагиярова Лиулины. Дипломом 3-й степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается хореографический коллектив «Хлиял» Ежбоминская средняя общеобразовательная школа имени братьев Боби. Дипломом 3-й степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается Галимов Ильшат, средняя общеобразовательная школа номер 48, детская музыкальная школа искусств номер 22. Дипломом 3-й степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается ансамбль «Тылсым» гимназии номер 12 с татарским языком обучения имени Аитовой. Дипломом 3-й степени в номинации «Инструментальное исполнительство» награждается Нурулин Ильнас, Молодцевнинская средняя общеобразовательная школа имени Арсланова. Дипломом 3-й степени в номинации «Инструментальное исполнительство» награждается Дьяконова Полина, Елабужский колледж культуры и искусств. Дипломом 3-й степени в номинации «Театр моды» награждается Галиева Айзеля, Евлаштауская школа. Уважаемые наши лауреаты и призеры, мы просим вас продвинуться на нашей сцене, чтобы абсолютно всем хватило места. Дипломом 3-й степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается Галимов Нияз, Лениногородский музыкально-художественный педагогический колледж. Дипломом 3-й степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается Гарипова Рамиля, Балтасинская гимназия. Дипломом 3-й степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается творческий коллектив Высокогорской средней общеобразовательной школы номер 4 имени Боруди. Уважаемые зрители, давайте поддержим наших призеров бурными аплодисментами. Дипломом 3-й степени в номинации «Дизайн информационной среды, рекламы и издательское дело» награждается Соловьева Лилия, Казанский техникум народных художественных промыслов. Дипломом 3-й степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама, издательское дело, графический дизайн и иллюстрация» награждается Центр профессионального развития Долкен Артбелем. Дипломом 3-й степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Панфилович Алиса, Центр профессионального развития Долкен. Дипломом 3-й степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Исхаков Артем, Центр профессионального развития Долкен. Дипломом 3-й степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело», фотография и фотографика награждается Центр профессионального развития Долкен. Дипломом 3-й степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Малышева Анна, Казанский техникум народных художественных промыслов. Дипломом 3-й степени в номинации
основы изобразительного искусства награждается Забярова Милёша, Казанский техникум народных художественных промыслов. Дипломом 3-й степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Ашрамзянова Марьям, детская школа искусства Лосинского района. Дорогие призеры, предлагаем сделать общее фото на память. Давайте встанем чуточку уже, кто-то в первый ряд, кто-то во второй, чтобы абсолютно все поместились в нашем кадре. Чуточку уже, ближе друг к другу, конечно. Ну а с вас, дорогие зрители, я жду бурных аплодисментов нашим призерам фестиваля «Великая Зине». Спасибо вам большое. Мы провожаем вас в зрительный зал наслаждаться нашим концертом. Итак, друзья, встречайте. Мы продолжаем наш праздничный гала-концерт.
призера фестиваля. Встречайте бурными аплодисментами дипломом второй степени Всероссийского детского юношеского фестиваля народного творчества «Милли Хазине» награждается в номинации «Педагогическое эссе» Миннулина Аделя, Ачасырская школа. Дипломом второй степени в номинации «Театральное искусство» награждается лицей номер 78 Фарватер Нуриев Амир и Катаулина Ралина. Дипломом второй степени в номинации «Медиа-творчество» награждается Вахитова Лилия, Шигарданская школа номер 1. Дипломом второй степени в номинации «Переводческая деятельность» награждается Гелезиева Камила, школа номер 127. Дипломом второй степени в номинации «Художественное слово» награждается Сабиров Булат, Сатышевская школа. Дипломом второй степени в номинации «Художественное слово» награждается Вафин Султан, лицей номер 149. Дипломом второй степени в номинации «Дебют в литературном творчестве» награждается Сабитова Гульфина, школа из села Денискино, Республики Башкортостан. Дипломом второй степени в номинации «Дебют в литературном творчестве» награждается Гелия Ахметова Лиана, школа номер 3 города Аснакаева. Дипломом второй степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается Шафикова Гульфия, Секретанская школа Арского района. Дипломом второй степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается ансамбль народного танца «Талисман», Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая. Дипломом второй степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается вокальный ансамбль «Йозгель», Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая. Дипломом второй степени в номинации «Инструментальное исполнительство» награждается Галиев Эльдар, Елабужский колледж культуры и искусств. Дипломом второй степени в номинации «Театр моды» награждается Вагдиева Василя Мурадымова Зарина, школа номер 31. Дипломом второй степени в номинации «Театр моды» награждается Шакирова Айсулу, Елаштушская спецшкола. Дипломом второй степени награждается творческий коллектив Бишболта Яшляре, Татарская гимназия номер 15. Дипломом второй степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается Мурашова Лиана, Чулпановская школа Нурлатского района. Дипломом второй степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается творческий коллектив Бесполторабас, школа номер 169. Также дипломом второй степени награждается в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Савилова Варвара, Казанский техникум народных художественных промыслов. Дипломом второй степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается творческий коллектив «Тестильщик», Казанский колледж технологии и дизайна. Дипломом второй степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Садыкова Лилия, Казанский техникум народных художественных промыслов. Дипломом второй степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается творческий коллектив Казанского техникума народных художественных промыслов. Дипломом второй степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Мухаммедзянов Булат, Центр профессионального развития «Долкин». Дипломом второй степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело. Классическая цифровая анимация» награждается Ортвелем, Центр профессионального развития Дулкан. Дипломом второй степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Арсланова Карина, Лениногородский музыкально-художественный педагогический колледж. Дипломом второй степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело. Фотография и фотографика» награждается Артбелем, Центр профессионального развития Дулкан. Дипломом второй степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Зайцева Милана, школа номер 85. Дипломом второй степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Аслямова Камила, детская художественная школа номер 4. Дипломом второй степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Захаров Григорий, Якушинская школа Нурлатского района. Дипломом второй степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Челиканова Дарья, детская художественная школа номер 3. Наши дорогие призеры, теперь давайте сделаем общую фотографию на память. Вам нужно стать немножко ближе друг к другу, чтобы абсолютно все попали в наш кадр. Ну а мы, дорогие зрители, поддержим наших дипломантов второй степени Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества «Милли Хазине». Как-то слабо вы наградили аплодисментами, давайте дружнее поаплодируем. Я понимаю, их очень много, но это самое главное. Конечно, спасибо вам большое, наши дипломанты. Мы провожаем вас в зал наслаждаться нашим концертом. Ну что же, сейчас встречайте, ведь мы продолжаем наш праздничный гала-концерт.
Ну а сейчас мы узнаем имена победителей фестиваля «Милли Хазинес», занявших первые места в своих номинациях. Для приветственного слова и награждения дипломантов первой степени детско-юношеского фестиваля народного творчества «Милли Хазине» на сцену приглашаем депутата Государственного совета Республики Татарстан, заместителя председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, члену комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков, представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Нугаева Камиля Азгатовича. Камиля Азгатовича, вам слово. Добрый вечер, Хайрбеке, Рекун, Джешбуреш, Салам Лыжа, Шумрат. Я хотел вот на тех языках, которые полномочных народов, приветствую сказать. Я правильно сказал? Есть ли кто-то знающий эти языки? Мене без Татарстанда туралы бик шуның өчен татарча әйтмичә булдыра алмыйм. Менә бик зур, матур шушындый фестиваль үткән. Безнең Татарстанда рәисебез Рөстәм Миңнеханов каршында татар телен һәм башка Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен саклау һәм үстерү комиссиясе бар. Аның җитәкчесе Марат Готов улы Ахметов, мен анадан сезгә күп кенә сәламнәрне һәм рәхмәтләрне тапшырам. Сезгә бик күп сәлам.
Менә бу Милли хәзинә фестивалендә Рәдиф Рифкатович безнең эштәлек бар. Менә шулай бик матур, бик зур фестиваль булган. Чыннан әйтәм, мин беренче мәртәбә монда катнашам. Бик матур, мин даже теге шатланып инде әйтәм, әле баштарак теге кызлар, җегетләр биегәч, сөйләгәч, җырлагач, шанмыйча утырдым әйтәм. Булар артистлар түгелмесен, булар әйтәм, точно студентлармы? Студентлар дип аңлатып утырдылар. Шуннан зур эш эшләгәнсез. Менә бу сезнең эш, сезнең институтның эше. Менә милләтләрне саклауда, телләрне һәм мәдәниятне саклауда зур эшләгән. Сейчас будет перевод на русский язык. Добрый вечер, дорогие друзья, дети, учителя. Владимир Ильич вот здесь сидит, очень прекрасный галоконцерт. Очень, я первый раз здесь участвую. Все так прекрасно организовано. Да, наша комиссия по сохранению языков тоже участвовала, какую-то долю приняла. Но, знаешь, огромная ваша работа, честно, огромный, это огромный труд. Вот здесь сказали, огромный труд, вот, честно, провести. Здесь мне информацию дали, когда более 600, около 700, говорит, значит, детей участвовало. Это, кроме Татарстана, около 8 регионов, по-моему, так, да, там кого только нет, вон, башкиры, чуваши, мордва, удмурты, кого только, значит, здесь, удмурты, все выступали здесь. Они же, во-первых, участвуют еще, когда выбираете их, потом же сюда даже сегодня приехать, все слова. Огромное спасибо вам, институту, вашим, и, конечно, огромное спасибо детям, вот, которые здесь участвовали, сейчас ихним родителям, ихним тоже учителям. Без них бы это не получилось бы. Огромное вам спасибо, честно. Ну, нынче, депутаты о нем говорят, если еще остановите, ладно? Нынче нашим раисом, Рустамом Ибраевичем Минниханом, объявлен год сохранения культуры и традиций народов республики. Это очень хорошее мероприятие во всех районах, во всех организациях. Мощнейшие такие мероприятия проходили, и итогом был каждый район приезжал сюда в Казань, и в домах культуры, крупнейших домах культуры, представлял свой район, свои нации, свои народности. И приезжают земляки, смотрят, это большое мероприятие. И вот это даже сегодняшнее это мероприятие, серьезно, это большой вклад вот этому мероприятию. Я бы желал, вот мы с Радифом Катчем говорили, он говорит, уже 10 лет идет, так, говорит, вот это фестиваль, я бы желал, я завтра, может быть, это все расскажу, чтобы она и дальше продолжалась, и чтобы вот эти такие фестивали были не только вот такие годы, а именно каждый год это было. Это вы огромную роль играете на сохранение традиций, культуры, языков и фактически народов России. Россия богатая и может гордиться своей многонациональностью, многоязычным, это дар Божий. Еще раз с праздником. Бәйрәм белән рәхмәт сезгә. Я регламент не нарушил, нет? Все нормально? Все отлично, Камиль Игнатович, спасибо вам большое за такие теплые слова. Мы просим вас остаться на сцене и наградить наших лауреатов первой степени. Итак, дипломом лауреата первой степени Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества Милли Хазине награждается в номинации «Педагогическое эссе» Зарубкина Ксения, Арский педагогический колледж имени Габдуллы-Тукая. Дипломом первой степени в номинации «Театральное искусство» награждается творческий коллектив «Заман Еготере», гимназия номер 189. Дипломом первой степени в номинации «Медиатворчество» награждается Ахмедзянова Айгуль, Кульбаева, Марасинская школа. Дипломом первой степени в номинации «Переводческая деятельность» награждается Никитина Дарья и Штуганская школа. Дипломом первой степени в номинации «Художественное слово» награждаются Вакапова Самира, Насибулина Лейла, Альметьевский музыкальный колледж имени Ярулина. Дипломом первой степени в номинации «Дебют в литературном творчестве» награждается Гараева Шурбан, Казанский медицинский
колледж. Дипломом первой степени в номинации «Дебют в литературном творчестве» награждается Шарифуллина Сюмбеля. Карповская школа Мамадышского муниципального района. Дипломом первой степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается Зигангирова Мадина, школа номер 3 города Аснакаева. Дипломом первой степени в номинации «Хореографическое искусство» награждается образцовый ансамбль танца «Мирас», Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая. Дипломом первой степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается Мирзаянов Нияз, Елабужский колледж. Наши уважаемые лауреаты, мы просим вас чуточку распределиться по сцене, чтобы точно всем хватило места. Дипломом первой степени в номинации «Вокальное исполнительство» награждается народный ансамбль «Арша Эгентлере», Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая. Дипломом первой степени в номинации «Инструментальное исполнительство» награждается Фролова Милана, средняя специальная музыкальная школа Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Дипломом первой степени в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» награждается ансамбль Еш-Буан, Елабужский колледж культуры и искусств. Дипломом первой степени в номинации «Вокально-хореографический ансамбль» награждается ансамбль «Татар Старс» и ансамбль танца «Заман», детская музыкальная школа номер 11, полилингвальный комплекс «Адымнар». Дипломом первой степени в номинации «Театр моды» награждается творческая студия «Феникс», лицей номер 5. Дипломом первой степени в номинации «Театр моды» награждается фольклорный коллектив «Театр моды Заман», лицей номер 187. Дипломом первой степени в номинации «Театр моды» награждается Театр моды «Мираж», Сатушевская школа Сабинского района. Дипломом первой степени в номинации «Театр моды» награждается Театр моды Экиат, гимназия номер 12. Дипломом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается Фахреева Азалия, Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж. Давайте поддержим наших лауреатов первой степени вашими аплодисментами, конечно же. Дипломом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждается творческий коллектив Бугульминская детская школа искусств. Дипломом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» награждается Чувашское фольклорное объединение СИСПИ, Болгарская санаторная школа-интернат. Дипломом первой степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Варлегина Вероника, Казанский техникум народных художественных промыслов. Дипломом первой степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Гребзянова Райхан и Иванова Дарья, Казанский педагогический колледж. Дипломом первой степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Симонова Елизавета, Казанский техникум народных художественных промыслов. Дипломом первой степени в
издательское дело. Награждается творческий коллектив Кумгальдасякне, школа номер 2, город Нурлат. Дипломом первой степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело» награждается Дементьев Сергей, Центр профессионального развития Дулкен. Дипломом первой степени в номинации «Дизайн информационной среды, реклама и издательское дело, фотография и фотографика» награждается Арт БНМ, Центр профессионального развития Дулкен. Когда подходит интересно, идешь. Дипломом первой степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Салаева Элина, школа номер 4 имени Боруди. Дипломом первой степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Шакирзянова Олеся, Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж. Дипломом первой степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Арсланова Карина, Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж. Дипломом первой степени в номинации «Основы изобразительного искусства» награждается Буриева Дарья, детская художественная школа номер 3. Ну что ж, также на эту сцену мы бы хотели пригласить президента Казанского федерального университета Инзарипова Рияза Катауловича. Также на этой сцене мы вновь хотели бы видеть Владимира Ильича Толстого. Ну и, конечно же, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радифа Рифкатовича Самолетинова также просим к нам на сцену. Ильяс Гатаулович, Владимир Ильич, Камиль Разгатович, Радиф Рифкатович. Может быть, у вас есть что сказать всем нашим участникам? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, дорогие ребята. Очень рад, что вот такие мероприятия проходят у нас в нашем университете, в нашем институте. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить наш институт вот за такие организации таких мероприятий. Директора его, Радифа Самолетинова, и весь преподавательский состав, который работает в этом ключе. Потому что это действительно смотр талантов, развитие талантов. И этим надо заниматься. И еще раз большое вам спасибо. Ну а, ребят, вас я поздравляю с заслуженной победой, с успехами. Вот вы сегодня, наверное, ощутили, как это будет победитель, да? Или нет? Да! Желаю, чтобы вот вы всегда так стремились быть первыми, быть красивыми. И успехов вам и в будущем. Спасибо. Я хочу прежде всего обратиться к вам и просто как зритель поблагодарить. Вы доставили огромное удовольствие своим талантом, своим мастерством, своими умениями. Я наслаждался. Прекрасный вечер. И хочется пожелать вам дальнейших успехов. Развивайтесь, продолжайте. Вы на правильном пути. У вас все точно получится. Поздравляю вас и благодарю. Я еще раз вот здесь очень со всеми я фотографировался. Народ, наверное, говорит, что со всеми фотографируется. Это у меня будет фотографии каждого из нас. А из нас они большинство будут великими людьми, и я буду хвалиться. Я с ними когда-то фотографировался всегда. Вот так. А вот это, вот Разгатович здесь сказал, что Радиф Рифкатович огромное, но Разгатович, вот мы с ним говорили до вас сюда прихода. Университет огромный, 50 тысяч, да, студентов, так, да? 50 тысяч. Вот эта организация, даже института, без ректора, без вас, это не бывает. Давай честно скажем. Поэтому огромное спасибо ректору передайте, ладно? Вам огромное и ему вот со всем коллективом. Бекзур Ахмед, спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие участники
саммита, уважаемые коллеги, дорогие наши ребята, участники двух наших фестивалей Приволжского конкурса «Национальное достояние» и Всероссийского фестиваля «Милли Хазина». Дорогие наши наставники, мне очень приятно сегодня видеть всех вас в нашем Казанском федеральном университете. Те цели, задачи, которые были поставлены перед этими мероприятиями, мы считаем, что они достигаются, но без вас, без вот этих детей и без поддержки руководства Казанского федерального университета во главе нашего ректора Ильнара Ринатовича Сафина, президента нашего университета Рияза Гатауловича Мизарипова, президента Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова, конечно же, руководителя, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, мы бы не смогли проводить подобные мероприятия. Только благодаря поддержке руководства, благодаря поддержке коллектива, института, университета нам удается проводить подобные мероприятия. Национальное достояние мы проводим среди студентов с 2010 года. А что касается Милли Хазина, у нас в этом конкурсе участвовали в основном учащиеся средних специальных учебных заведений. В этом году, благодаря поддержке комиссии при Раисе нашей республики по татарскому языку и другим родным языкам народов, проживающих в Республике Татарстан, нам удалось выйти вот на этот уровень, за что я еще раз приношу слова признательности председателю комиссии Марату Готовичу Ахметову. Я надеюсь на то, что и в последующие годы мы с вами будем участвовать, проводить подобные мероприятия, приглашаем к взаимодействию, к сотрудничеству. Все вы сегодня были участниками и открытия нашего саммита, и сегодняшнего гала-концерта, где принимал участие советник президента Российской Федерации, председатель Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, президент двух масштабных ассоциаций, объединений в области русского языка и литературы. И очень много еще регалий у этого нашего замечательного гостя Владимира Ильича Толстого. Я хочу, чтобы мы отдельно поблагодарили, поаплодировали нашему гостю Владимиру Ильичу Толстому. К нам присоединилась генеральный директор музея-заповедника «Ясная Поляна» Екатерина Александровна Толстая. Я прошу. И очень хочу, чтобы рамки наших фестивалей, конкурсов тоже в дальнейшем расширялись. Сегодня ведущие озвучили о том, что в наших конкурсах, фестивалях принимали участие и зарубежные наши коллеги, партнеры, студенты зарубежных вузов-партнеров. Это были студенты Бухарского государственного университета, за что я хочу отдельно тоже поблагодарить и попрошу поаплодировать им, нашим коллегам. Спасибо вам. Мы очень надеемся на то, что присутствующие здесь представители вузов Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и из стран дальнего зарубежья, это наши партнеры из Индии, из Китая, из ряда других стран. Мы очень просим, чтобы ваши студенты тоже присоединились к нашим мероприятиям, на что мы очень надеемся. Ихлас көңілден барыңызға да Алла рахметімді жеткіресім келешекте де біз сізні Қазанда, Қазан федераль университетында күтіп қалабыз. Һәр қайсығызға уңышлар тілеймін. Бик зор рахмет.